Здесь, в Доме дружбы, располагаются не только этнокультурные объединения, но и различные НПО, которые вносят свою лепту в воспитание подрастающего поколения. Теперь этот список пополнила школа творчества «Мамания», открытая при Союзе ремесленников Алтын Адам ЖТСУ Шеберлер Орталығы. Малыши с интересом учатся рисовать на песке. Занятие не только увлекательное, но и полезное. Такая работа помогает развивать мелкую моторику, отмечают специалисты. А значит, и в целом положительно сказывается на развитии детей, их адаптации. Идею общества Алтын Адам ЖТСУ Шеберлер Орталығы открыть развивающий центр с воодушевлением поддержали в областной ассамблее народа Казахстана. В связи с чем с обществом казахской культуры, обычаев и традиций был подписан меморандум о сотрудничестве. У нас самое главное, мы ставим цели, чтобы социализировать детей в общество, чтобы они не в домашних условиях не ушли, как говорят, в депрессию. А дети, когда вот мы в Текеле открыли школу, там у нас 45 детей занимается, сейчас дети совершенно другие. Когда первый раз они пришли, они все были как маленькие вот эти, как волчата маленькие, они вот всего боялись. А сейчас вот даже у нас Ержан даже сегодня нам приехал помогать. На данный момент в школе творчества в Талдыкургане числится 20 воспитанников с особыми потребностями в возрасте от 3 до 37 лет. 3 опытных мастера будут вести занятия по гончарному делу, песочной анимации и рисованию. Всего же в объединение Алтын Адам ЖТСУ Шеберлер Орталығы входит около 100 ремесленников. В школах творчества «Мамания» преподают более 15 мастеров, члены нашего объединения. Все трудоустроены, получают зарплату, заработную плату. Также они занимаются передачей своего мастерства, опыта, знаний подрастающему поколению, чтобы дети наши знали свои обычаи, традицию, культуру. Так как мы мультиэтническая страна, мы должны жить также в дружбе и согласии, как нам завещали наши предки. Всего при обществе ремесленников открыто 4 филиала школы творчества в Талдыкургане и районах области ЖТСУ. Первый такой креатив-центр появился в прошлом году. Тогда же было выбрано и название, которое, к слову, имеет особое значение. Эта школа была основана в 2022 году, 1 июля, в год защиты детей мы приурочили, и также 120-летие школы «Мамания». Это очаг знаний, который берет в Житомирском крае. Основатель, меценат, просветитель 18 века Турсбек Маман открыл эту школу, и в ней обучались наши выдающиеся деятели казахстанские. Это Ильяс Жансугуров, Ибрай Алтынсарин, Белял Сулеев. И для того, чтобы возродить память этой школы, мы в честь нее назвали «Мамания универмектебы». Весьма активно такой творческий центр работает в Текелии. Занятия посещают около 40 человек. На уроках ребята учатся шить, лепить, клеить и даже работать с электроникой. А учат всему этому особых детей 5 преподавателей, 2 из которых имеют 2-ю группу инвалидности. А потому не понаслышке знают о трудностях, с которыми сталкивается человек с особыми потребностями. На своем примере они помогают ребятам преодолевать все жизненные препятствия. Я сама владела несколькими техниками декоративно-прикладного искусства, и в свое время это меня, можно сказать, отвлекло от болезни, да, и это стало хобби, потом даже стало небольшим доходом. И, конечно, хотелось поделиться своими знаниями, навыками, способностями с теми ребятами, которые тоже на инвалидности, потому как я сама инвалид 2-й группы, и сейчас для меня это и радость, да, то, что мы социализируем инвалидов, то, что они между собой сблизились, подружились в нашей школе «Мамании». Самая главная цель у нас была помочь ребятам с инклюзией социализироваться, получить какие-то профессиональные навыки, развитие творческих способностей для того, чтобы помочь им в этом обществе чуть-чуть устояться, реализовать свои дары, таланты. Поэтому наша цель была развить творческие способности и помочь ребятам. Ребята участвуют в разных состязаниях, фестивалях и выставках. На днях они заняли призовое место в конкурсе по переработке вторсырья. И стоит отметить, что для них это большой стимул к дальнейшему совершенствованию. Каждая грамота – это большая победа, говорят педагоги. На выставках воспитанники школы творчества с успехом продают свои изделия и даже имеют небольшой доход. В перспективе создания подобных центров и в других населенных пунктах области. Стоит отметить, что в целом деятельность Союза ремесленников ЖТСУ весьма обширна. За эти 2 года нашего существования мы уже провели более 150 этнофестивалей, выставок, ярмарок, экосубботников, ярмарки. И, соответственно, в этом году у нас планируется очень много мероприятий, потому что наша Родина, наш Казахстан славится очень такими
замечательными событиями. Это взять хотя бы, к примеру, цветение яблонь северса, потому что Казахстан является прародительницей яблонь. При Союзе ремесленников сегодня числится очень много талантливых мастеров. Все они принимают участие в выставках, ярмарках и мастер-классах. При этом зачастую ремеслом занимаются целыми семьями. Прекрасный пример преемственности поколений – семья Намазбековых. Талдыкурганец Тулеген продолжает дело отца по изготовлению казахских музыкальных инструментов. Его отец Тлеш Намазбеков, будучи по образованию преподавателем труда, черчения и рисования, профессионально изготовлением дамбры начал заниматься с 1991 года. Из-под его рук вышли десятки потрясающих инструментов, которые сегодня звучат не только в Казахстане, но и за его пределами. Секретами своего мастерства ремесленник поделился с сыном. Поначалу для Тулегена это было только увлечением, но 5 лет назад молодой человек бросил другую работу и основательно занялся творчеством. Ведь от процесса изготовления дамбры он получает огромное удовольствие. Я вырос в этой теме с детства, вырос в отцовской мастерской. Среди всего этого инструментов, дерева. Мне нравится творить конечный исход. Вот. Уже как сам процесс. Все делаешь, и в конце как уже результат получается, и смотришь на свой труд. И в этот момент ты понимаешь, что ты уже сотворил что-то. И это одно из приятных чувств. Рождение будущей дамбры начинается с выбора древесины, ведь каждое дерево звучит по-разному. Лучше всего для изготовления данного музыкального инструмента подходит клен. Он, наряду с березой, орехом и другими твердыми породами дерева, используется для корпуса. А вот для создания передней части лучше всего подходят хвойные породы. Мастер по изготовлению дамбры должен знать как эти особенности дела, так и многое другое. От этого зависит звучание будущего инструмента. Надо знать в основном породы дерева. Например, какой часть твердых пород, какой часть хвойных пород надо. Потом со звуком надо разобраться. Например, деку собирать. С 10 клепок подбирая 3 штуки надо. Художественный взгляд надо. Чертеж надо. Ну, самое главное, любовь к творчеству. Изготовлением одной дамбры мастер занимается несколько дней. Труд весьма кропотливый. Каждый инструмент уникален и неповторим. А когда вся работа завершена, непременно необходимо проверить звучание нового шедевра. Таким образом, семья сохраняет традиции своего народа, передавая знания из поколения в поколение. Кроме этого, они занимаются возрождением и других ремесел, а именно гончарного дела. При этом молодой мастер намерен обучать работе с глиной всех желающих, чтобы как можно больше людей помнило традиции своих предков.